Все, начали. Можно. Шаубек Мусакажевич, вы длительное время возглавляли институт, нынешнее Да. название НИСИ. Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях работ в тот период, когда вы возглавляли это учреждение. Ага. Хорошо, спасибо. Я возглавлял вначале учительный центр Госплана Кыргызской ССР. В последующем, после 90-х, уже объединили институт и научно-исследовательский учебный центр, и мы были под названием Институт экономики при Министерстве финансов и экономики Кыргызской Республики. Кыргызской Республики уже, не СССР. Вот. Но наиболее такое значимое исследование это были подготовка первых, вторых очередей АСПР, то есть автоматизированная система плановых расчетов, где главную роль, конечно, играл вычислительный центр Госплана. В последующем, когда нас объединили, научно-исследовательский институт экономики занимался изначально мониторингом состояния экономики Кыргызской Республики. Телефон у кого? И мы давали предложения министерству, правительству о состоянии экономики, о том, как проходит реформирование, какие положительные, какие отрицательные стороны. И по итогам мониторингов мы потом разработали пороговые значения экономической безопасности страны по наиболее значимым экономическим показателям. Вот эти моменты, конечно, у меня остались в памяти. В последующем, когда уже институт был преобразован, я еще раз вернулся в центр экономических стратегических исследований. Тут, я думаю, что мы как значимую работу можем отметить инновационную модернизацию экономики Кыргызской Республики. Разрабатывали при этом прогнозы в первом случае до 2020 года. Эти материалы были представлены правительству. И напоследок была разработана стратегия преодоления отрицательных последствий деиндустриализации страны с прогнозом до 2035 года. Ну, на этом мы закончили, потому что президент Бакиев указом упразднил наш центр. Спасибо большое. Вопрос еще другого характера. Это вопрос, можете ли вы сказать конкретные исследования института, которые были реализованы в жизнь? Ну, в принципе, вы сказали. Но, может быть, еще были какие-то интересные такие работы, которые нашли свое реальное воплощение в жизнь экономики? Да, вот прогноз, который был подготовлен центром до 2020 года, был уже представлен не институтом, не центром, а Кыргызским экономическим университетом при разработке стратегии экономического и социального развития Кыргызской Республики на 13-17 годы. Президент отблагодарил коллектив Кыргызского экономического университета за объемный, содержательный вариант представления этой стратегии. Шаубек Мусакажевич, спасибо. Еще будет такой вопрос. Вы, наверное, много лет проработали в институте, Да. и внесли, естественно, огромную роль, да, в жизни экономики, социальной сферы Кыргызстана. Вы наверняка следите за НИСИ сегодняшним, да? Как вы думаете, ваше мнение относительно перспектив сегодняшнего дня НИСИ уже? Честно признаться, мне, конечно, сложно сейчас оценивать и давать какие-то большие советы, но мне кажется, я раз
я располагаю информацией небольшой, но мне кажется, правительству, аппарату президента хорошо бы направить деятельность института на более такие масштабные разработки. Ну, в частности, вот сейчас 17-й год закончится. Ну, следующую пятилетку надо заранее готовить. Вот как мы с вами, например, раньше делали, будучи в институте, будучи в исследовательском центре. То есть хорошо бы, чтобы институт сейчас вел масштабную работу по прогнозным расчетам социально-экономического развития Кыргызской республики на 18-22 годы. Правительству было бы легче по окончании этой пятилетки уже ресурсы оценить, основные направления, на какие отрасли надо сделать основной упор, чтобы страна наша встала на ноги, в конце концов чувствовала себя более-менее развитой. Вот в этом направлении, может быть, надо, чтобы и руководство института поднимал вопрос, а правительству, я думаю, слишком с этими мелкими заданиями, чтобы коллектив института не занимал. Институт должен заниматься масштабными, крупными проблемными исследованиями. Два слова скажите, роль института. Вот так, если подумать, я думаю, что с 90-го года мы потеряли очень много научно-исследовательских институтов. Чуть-чуть отойти, если от экономики. Возьмите Институт космических исследований. Возьмите другие такие более значимые научно-исследовательские институты, как Всесоюзный научно-исследовательский институт электротехнической промышленности. То есть вели масштабную работу. Аппараты, которые изобретали наши кыргызские ученые, они в космос летали. А вот этот Всесоюзный научно-исследовательский институт электротехники, он давал свои разработки на 390 заводов СССР. Главным образом по разработке мини-электромоторов. Вот таких институтов мы потеряли. Там базар, здесь базар. Все научно-исследовательские институты технического профиля стали сейчас базаром. А вот исследовательские институты в области экономического, социального характера пока не набирает силы. Почему? Потому что правительство должной значимости им не придает. А это плохо. У меня исчерпанный к вам вопрос. Спасибо большое.